Глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий. Цитата. «Сегодня вся Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. Мы на своем горьком опыте знаем, что это такое. Наш народ испытал на себе всю тяжесть и многолетнюю несправедливость сталинского режима. В годы депортации ингуши потеряли десятки тысяч людей, которые погибли от болезней и тяжких испытаний. В периоды беззакония тысячи представителей разных народов подвергались гонениям и преследованию за политические и религиозные убеждения, принадлежность к той или иной нации, мировоззрение, приверженность к культурным ценностям. Нашей стране в годы репрессий был нанесен сильнейший удар с долговременными последствиями. Никто и никогда не сможет оправдать последствия тоталитарного режима, который стал причиной разрушенных судеб людей. Разбитые семьи, страх и горькая боль от невосполнимых утрат. Такую страшную участь преподнесла им эпоха. Все, кто погиб и пострадал в годы тоталитаризма, навсегда останутся в нашей памяти. Мы также не вправе забывать горькие уроки истории и должны сделать все, чтобы в нашей стране больше не случались подобные трагедии. Надо жить с надеждой на добро и справедливость. Наша страна сегодня отстаивает свои духовные, нравственные и традиционные ценности. Мы, россияне, сильны единством и сплоченностью. Искренне желаю всем жителям Республики Ингушетия и России здоровья, семейного благополучия, мира и спокойствия. Пусть во все времена невзгоды и беды обойдут стороной нашу родную Ингушетию и Россию. Дорогие земляки и соотечественники, уважаемые жители Ингушетии, 30 октября – скорбный и печальный день для всего ингушского народа. С ним связаны тяжелые воспоминания, которые до сих пор болью отзываются в сердце каждого жителя республики. Трагедия 1992 года, десятки тысяч людей лишила родного дома, сотни погибли и пропали без вести. Это тяжелейший груз нашей народной памяти. Мы не вправе забывать эти горькие уроки прошлого и должны сделать все, чтобы человеческая жизнь всегда оставалась главной ценностью. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Ингушетия сегодня планомерно и успешно развивается по всем направлениям. Сегодня наша общая, жизненно важная задача – жить, приумножая человеческий потенциал, духовное и экономическое богатство республики. Мы должны стремиться быть всегда сильными, успешно отвечать на все вызовы, обеспечить благополучную и безопасную жизнь каждого жителя региона. В нас навсегда будет жива память о жертвах трагических событий осени 1992 года. Они в нашем сердце и разуме. Во имя них мы будем жить дальше, сохраняя мир в нашем регионе. Бейначарях Далгеш Долт Далк Ахетенболб. Аминь. На территории мемориального комплекса Гуазу Кашмуш в Назране состоялся митинг к памяти жертв трагических событий осени 1992 года. Было совершено чтение маулида и дуа за погибших. В памятных мероприятиях приняли участие представители органов государственной власти, депутаты разных уровней, общественники, старейшины, очевидцы тех событий и родственники без вести пропавших жителей. В Магасе ко Дню народного единства со 2 по 4 ноября пройдет масштабная выставка трофейной боевой техники и вооружения стран НАТО. Работать выставка будет сразу на 6 площадках. Посетителям представят более 18 единиц различной техники, включая боевые машины. Будут организованы полевая кухня, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту и площадка для выступлений творческих коллективов. Представители школы каменщиков-реставраторов наследия в октябре обнаружили на территории башенного комплекса Нижний Пуй более 80 артефактов. Удалось обнаружить порядка 80 костных останков в 2 склепах. В одной усыпальнице были захоронены мужчины и женщины, а во второй покоились преимущественно дети. Помимо этого также найдено захоронение коня и элементы одежды. Специалисты в дальнейшем попытаются воссоздать облик этого костюма. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Для этого будет использована информационная система «Одно окно». В цифровом стандарте должен быть предусмотрен доступ экспортеров к мерам поддержки. Доклад по этому поручению ожидается до 1 декабря 2024 года и далее 1 раз в год. В России налогом будут облагаться доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей. Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19 до рекордных 21%. Сбор не нужно будет платить, если на банковских депозитах лежит не более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Вместе с тем цифра индивидуальна для каждого вкладчика и разнится в зависимости от условий банков. На прошлой неделе Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до исторического максимума – 21%. Инфляция существенно выше прогноза. Слабо снижается внутренний спрос, пояснил регулятор.
В Госдуме предложили ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей-мигрантов при поступлении в школу. Авторы инициативы считают, что введение экзамена снизит нагрузку на учителей и обеспечит равные условия для всех школьников во время образовательного процесса. Если ребенок не владеет в достаточной мере русским языком, у него будет год на подготовку к этому экзамену. Однако подготовка должна проходить не за счет российских налогоплательщиков, а за счет родителей и детей, пояснили в Госдуме.